Поблагодарить, во-первых, своих врачей, свою команду, буквально доплоть директора ШВСМа Геннадия Александра Афанасьевича, что он был со мной рядом, и также нашего главного судью этого турнира, хотя я не видел его весь турнир, чуть напряженность была у него. Первый раз такая ответственность у него была. В Якутии, наверное, в одной истории, наверное, только главный судья, наверное, был Семен Сергеевич, поэтому я думал, он на все уровне все выполнил. Поэтому хотелось бы, конечно, я думал, ожидал сегодня побольше народа, что-то мало народа, более такое. Надеюсь, в будущем буду радовать вас. Конечно, не буду о себе говорить, как я выступил. Я выступил средне, думаю. Я только набираю объем. Не думают, наверное, некоторые думали, наверное, некоторые, что я уже все, у меня ресурс закончился и так далее. Но я никогда не сдавался и всегда верю, что я выиграю в будущем. Поэтому я думаю, и другим ребятам, которые никогда не ломайтесь в будущем и всегда надейтесь на себя, только на себя, не на кого-то там со стороны, кто-то тебе поможет там, или кто-то, не знаю, как. Поэтому я думаю, вкратце хотел похвалить своих ребят, которые выступили на этом турнире. Я думаю, очень хорошо все выступили. И, конечно, ожидал с другой сниженной сетки, ожидал кого-то из Якутии. Не только, конечно, Рассадина. И ожидал Дмитрия Аксенова, который хорошо очень выступил. Вообще достойно, думаю, и очень хладнокровно себя вел на ковре, на таком большом ковре, хотя он выступает, наверное, первый раз. Первый раз, да? Первый раз выступает. И, конечно, на другие ожидал, много ожидал и Николая Хлопкова. Но пока он еще свой стиль такой не находит, в таком стиле, я думаю, еще невозможно бороться, как он борется, таком медленном. Поэтому, Рассадин, думаю, ожидал большего. Столько выступал на соревнованиях, более опытный. Но очень плохо проявил себя, и думаю, психологически даже сам. И поэтому был готов, конечно, физически, функционал хорошо. Но просто такие ошибки делал, которые невозможно делать на большом ковре. Берет ногу, я как-то расхалявленно чуть боролся. Остальные ребята, Егор Пономарев очень хорошо себя проявлял. И на ковре он хорошо тренируется, всегда со мной рядом. Поэтому не отстает Нергунск рядом. Хорошо боролся, хотя я перед этим его сильно очень настраивал, чтобы он выиграл японца и так далее. Ну, хоть даже если не выиграл бы, я бы японца наказал бы за место его. Поэтому я даже не сомневался, потому что и на каждом турнире, в каждом турнире, где я участвую, никогда в себе не сомневаюсь, что где-то я займу третье место и второе место. У меня в таком вообще характере даже нет. Не знаю, даже не хочу я даже третье думать и второе место. Вот для чего у меня третье, второе. Как-то мне не интересно даже третье, второе. Поэтому меня только волнует первое место. Поэтому я хочу, чтобы Российская Федерация всегда была золото, и в Республике Саха-Якутия всегда было золото. Поэтому хотелось бы... Сбор прошел хорошо у нас, очень хорошо. Ребята все были собраны, команда вся была собрана, врачи все за нами, за мной аж каждый день бегали, чтобы я анализы сдавал. Все получал, все медикаменты. И мой тренер Дмитрий Иванович, конечно, хотел поблагодарить, что он со мной был, всегда рядом. Вообще, когда я начинал, только чуть ли хотелось чуть-чуть немного отдохнуть от ковра, что-то чуть-чуть я долго продолжил. Иван Иванович мне сказал, давай начинай. Думаю, еще последний цикл, чтобы я никогда не жалел. В общем, поэтому, как Иван Иванович мне говорил всегда, у меня всегда надежда есть, что я поеду на Олимпиаду. Но до Олимпийских игр уже мало осталось, буквально 2 России, которые есть основных. Главное самое это будет в 2012 году. Поэтому я с весом уже я определяюсь, конечно, конкретно 57 буду бороться. Поэтому уже понемножку держу вес, оптимальный вес 64, 63 хочу держать. Не как раньше хотелось бы, чтобы 66 было. Поэтому 64 буду нагонять. Поэтому я только объем набираю. Думаю, поражение в Ташкенте у меня немного не набралось объем, наверное, буквально. И с весовой категории немного чуть резко согнал, поэтому все делал в объеме. Не хотелось, в одно время, конечно, хотел отказаться от чемпионата мира в Ташкенте. Но все-таки думал продолжить. И
Главное не бояться поражения, но остальное все нормально.